Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы ведем разговор о главном хозяине бескрайних агинских степей – горделивом, красивом, невозмутимом коне. Конь или лошадь для бурят, так и для любого степного кочевого народа является неотъемлемой частью повседневной жизни. На протяжении многих веков у жителей округа отмечается праздник, который устраивается в начале лета во знаменование наступления благодатной поры, и где наибольшей популярностью пользуются три национальных вида единоборств. Это бурятская борьба, стрельба из лука и, конечно же, конные скачки. Сегодня мы гордимся своими умелыми наездниками и быстроногими скакунами, которые побеждают на самых крупных и престижных выставках и соревнованиях, где занимают призовые места и получают признательность. За этим стоит кропотливая работа неутомимых энтузиастов, беззаветно любящих лошадей, благодаря которым рождаются лучшие традиции коневодства. Одним из таких энтузиастов является заслуженный работник сельского хозяйства Агинского бурятского автономного округа, прирожденный коневод, основатель и вице-президент местной общественной спортивной организации коневодов Агинского бурятского округа Артур Добыжапович Тандаков. Сегодня Артур Добыжапович у нас в гостях. Артур Добыжапович, мы знаем, что вы являетесь основателем Федерации конного спорта Агинского бурятского округа. Расскажите о себе. Вся жизнь связана с лошадьми. Как бы сказать, в 77-78 годах я был жокеем. Потом после института уже начал работать у себя в родном селе Южный Аргалей. Работал зоотехником и параллельно тут же занимался тренером по конному спорту. В то время лошади интересные были. Это 80-е, начало 80-х до 90-х годов. И в то же время, как зоотехник, мы организовали племенную ферму вначале, потом в 94-м году, в 95-м году уже получили статус племенного завода по разведению лошадей забайкальской породы. Это колхоз Калинина, который до сих пор работает в том же направлении, не упускает. Ежегодно мы смотрим лошадей, понятируем, подбираем, какие работы нужны, необходимы, всегда проводятся. Хотелось бы услышать краткую историю возникновения Федерации конного спорта. Чем она занимается, кто туда входит? Собравшись, посовещавшись, и решили, что нужна какая-то организация, которая бы контролировала бы наши действия и организовывала вот эти проведения конно-спортивных соревнований. И в то время как раз Борис Исландович Жамсуев стал руководителем, главой администрации нашего округа, и он по распоряжению в 1999 году передал ведение коневодов вот это недостроенное здание гаражей МЖК «Пионер» и территорию, и в то же время дорожку. И для того, чтобы дальнейшее это развитие получало, мы решили создать такую федерацию. И в 1999 году как раз меня избрали президентом в то время, так мы назывались, Федерации конного спорта. И начали все вместе уже каким образом вот это все использовать, вот это неожиданно свалившееся на нас богатство, гараж. Очень большой вклад внес наш земляк. В то время он в Шилке работал руководителем артели Васильев Виктор Петрович. И зарегистрировавшись здесь, в налоговой, он как бы налоги отчислял при постройке трибуны. И потом уже
вторым президентом Федерации в 2003 году избрали Цедрши Владимира Цедршевича по работе. Он в то время работал начальником комитета по сельскому хозяйству округа и возглавил наш. И при его работе очень такой федерация как бы поднялась на другой уровень уже. И очень много он личного такого влияния оказал для того, чтобы организовать нас всех, что харшибирцы, что токчинцы, все это, самхангильцы или кто там, Калинин, Аргалей, Урдагав, все вот эти села, которые сейчас занимаются коневодством, они все были, все очень сильно под организацию попали такую жесткую. И нормально все начало функционировать. И потом третьим президентом стал, когда Владимир Цедршевич перешел на другую работу, третьим президентом он возглавил Лагинский район, и третьим президентом стал Арабданов Тимур Чемитович. И он это дело продолжил, все нормально шло. И двигалось все это дело. Потом в 2008 году, в 2007 году даже, по-моему, мы, посовещавшись, когда округ объединился с Щетинской областью, Забайкальский край создали, мы избрали, уговорили, или как сказать можно, Цицкого Владимира Цединдаржевича, который до сегодняшнего дня возглавляет нашу федерацию. Расскажите, пожалуйста, о наиболее крупных успехах. Какие достижения запомнились вам? Я сказал, что Алтын Шагы по забайкальским лошадям, это великолепная лошадь была, выиграла. Ну, у нас на конюшне в то время Властный был, он выигрывал 3 раза подряд Кубок Аги, это называют, там большая скачка. И тренер Базаров Булат, вот эта лошадь великолепно себя проявил, как скакун. И еще кого можно назвать? Ну, великолепных лошадей много было. Артур Добожапович, сколько тратится в среднем денег на содержание одной лошади в месяц? Килограмм овса на сегодняшний день 16 рублей стоит. 12-16 рублей, вот в таких пределах. И в день обязательно надо кормить его 2-3 раза в день, и 7-8 килограммов за один раз подается, 15 килограммов, то есть одна лошадь за сутки съедает. 15 килограммов умножаете на 12 рублей, это получается у нас 150, почти под 200 рублей, только овес. Плюс к этому сено. То есть на питание, на кормление лошади в день расходуется около 300-350 рублей. Только на питание, на корма. Ну, плюс к этому различные добавки, то все, витамины, сахар, то все, жмых, там, ну это уже от тренера зависит, от того конюха, который кормит их. И это все складывается. И потом надо платить уход, в электрификации, все прочее. И это все в копеечку уходит. То есть в месяц около 15 тысяч только в один месяц на одну лошадь расходов получается. Расскажите о ваших планах на будущее. Может, у вас есть заветная мечта? Мечта о том, что вот самое, действительно, чтобы дорожка была хорошая, и потом работал, функционировал, и ребята, которые занимаются коневодством, получали достаточно хорошее вознаграждение. Вот такая вот она всегда была, она есть. И чтобы Алтаргана у нас на будущий год прошла без эксцесса, без ничего, без пандемии,
так скажем, чтобы лошадей больше участвовало на Алтаргане, чтобы команда, допустим, Монголии, монгольских бурятов, тоже свою лошадей здесь закупила или как ли участвовала в наших конных скачках. Тоже относится и к шэньхэнским бурятам. А то Иркутск, Улан-Удэ, читай, Агинский округ, так скачка у нас уже сужаются, а той широкой, которая массовости в коневодстве у нас теряется. Я всегда вот это желаю, чтобы были лошади и монгольских бурят, и шэньхэнских бурят, чтобы они могли конкурировать с нами. Спасибо вам большое, Артур Добожатович, за интересную беседу. В канун Нового года мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний и мечтаний, задора, оптимизма и веселого новогоднего настроения. Уважаемые читатели, у нас в гостях сегодня был интересный и замечательный человек, поистине энтузиаст развития коневодства, конного спорта в нашем округе, вице-президент местной общественной и спортивной организации коневодов Агинского бурятского округа Артур Добожатович Дондаков. Пусть и в будущем наши агинские скакуны будут также быстроногие и удачливые. Спасибо за внимание.